Памятник советским воинам на перевале Пыв будет открыт 24 августа. Инициативная группа культурного фонда «Платформа» при поддержке почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе России Владимира Литвинчука начала работы по реконструкции памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах еще в начале июля. На сегодня все работы уже завершены. Высота памятника составляет 90 сантиметров, ширина 175. Стоит отметить, что раньше на этом месте находились 3 небольших памятника в память о битве за Кавказ. Было решено полностью их убрать и поставить новый мемориал. Пыв проходит в рамках нашего историко-культурного проекта «Кавказский фронт», который мы презентовали еще 2 года назад. В рамках этого проекта уже прошло достаточное количество мероприятий. Это круглые столы, съемки фильма начались в прошлом году об оккупации села Псху. Это единственное село в Абхазии, которое было оккупировано немецкими войсками. И многое другое. А также мы проводим квесты и так далее. И в этом году, вот благодаря нашему уважаемому Владимиру Ильичу Литвинчуку, нам удалось восстановить памятник на перевале Пыв. Короткие сроки, буквально 2-3 недели на это все ушло, благодаря вот нашим людям, вот, инициативной группе, благодаря Минобороны, благодаря Министерству культуры. И вот сейчас, уже послезавтра, мы будем открывать этот памятник. Я надеюсь, что все пройдет на достаточно хорошем уровне. Благодаря Министерству культуры мы провели большое количество работы для того, чтобы вот это открытие состоялось. Перевал Пыв находится на главном Кавказском хребте, на высоте свыше 2000 метров. Отсюда начинаются различные пешие маршруты. Здесь удивительно красивая панорама. Альпийские луга, утопающие в цветах, заснеженные вершины и насыщенный кислородом воздух. Стоит отметить, что перевал не только красивое туристическое место, но и важная стратегическая высота. В годы Великой Отечественной войны здесь шли бои с немецкими горнострелковыми частями, пытавшимися прорваться к Черному морю. В память о тех событиях и построен памятник. Я хотел бы сказать, что вот это мероприятие, которое мы проводим, первое пойдет в рамках российского проекта. В России принят на основе указа президента Путина, значит, программа по подготовке к 80-летию Великой Победы советского народа, подчеркиваю, советского народа в Великой Отечественной войне. Абхазия одна из первых заявляет о себе в этом. Всем с благодарностью огромной благодарностью. И я думаю, что вместе мы вот таким вот образом осилим. То есть вся республика вопросом занималась этим по программе «Кавказский фронт». Желающих попасть на открытие памятника немало, поэтому будет организован транспорт, который доставит на место участников мероприятия и представителей СМИ. Мы определили непосредственно транспорт, который заберет туда участников самого этого мероприятия, плюс представителей средств массовой информации. Вот. А для всех желающих, кто хочет приехать туда, то есть дорога на Пыв, она известна, можно туда добраться своим ходом. Если мы говорим о возможности организации транспорта для желающих, то сегодня мы как бы не планируем такого рода, скажем так, мероприятия, но готовы встретить там, наверху, в день открытия всех желающих, которые приедут на открытие этого мемориала. В мире мы прослеживаем тенденцию, когда пытаются переписать историю, поэтому подобного рода мероприятия очень важны, отметил министр культуры Даур Кове. Министр подчеркнул, что самое главное – сохранение исторической памяти. Ведь на самом деле, как говорил Владимир Ильич, это был подвиг советского народа, частью которого мы были все. И тот подвиг, который был совершен, его ни в коем случае нельзя забывать, и его нужно передавать из поколения в поколение. Помимо этого проекта в стране проводятся мероприятия по поиску останков советских солдат. Идет очень скрупулезная работа по сбору материала, информации. Проходит оно под эгидой разных ведомств, в том числе и Музей боевой славы, который очень активно занимается этой работой. Вот. Активно включаются в эту работу и общественные организации, одну из которых представляет Дмитрий, здесь находится.
Вот. Россотрудничество активно работает над реализацией проектов, которые направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи. В завершении пресс-конференции ее участники провели церемонию закрытия капсулы времени с посланием. Капсула будет заложена в памятник в день его открытия. Специальными чернилами, чтобы она держалась. Лаура Капш, Рамо Камкя, Абхазское телевидение.